Дожди, обильно прошедшие в Якутске и пригородах, вскрыли многие городские проблемы и заставили работать муниципальные службы в режиме ЧС. Но некоторые проблемы, вскрывшиеся уже давно, остаются нерешенными до сих пор. Об одной из таких проблем наш следующий материал. Семья Кобелевых проживала в поселке Марха на улице Заводской 2/1 с давних лет, но в 2005 году дом сгорел. Будучи погорельцами, герои 2 года скитались, пока, наконец, в 2007 не были вынуждены принять предложение города и переселиться на Заводскую 14/1. С этого момента начинается борьба семьи Кобелевых за выживание. Дом расположен в низине, и его затапливает каждую весну и лето. С приходом весны вот здесь вот снег тает, везде снег тает, и идет это все под дом, и из-под дома это все поднимается. Идут дожди, ливни, вот дожди даже мелкие, ливни, там неважно какие. Вот это все тоже под дом, и вода эта вся тоже поднимается в дом. Вот труба канализационная идет вот с этого дома. Все это тоже идет под дом, и там все поднимается. Барак числится на балансе управляющей компании «Арктика-Строй», однако та, по заверениям жильцов, не исполняет своих обязанностей по водооткачке. С начала года ни разу не проводилась эта процедура. В этом году ни разу не откачивали. Вообще ни разу не откачивали. Они говорят, что откачивали, вот там болото где-то есть, вот там за домом, далеко возле этой пятиэтажки. Она говорит, мы ночью откачивали. Ну, я не знаю, зачем возле пятиэтажки качать, если можно с дырки у нас выкачать все. Вот если отсюда будут качать, то выкачают все. Управляющая компания и администрация, в свою очередь, сходятся во мнении, что заявок на водооткачку от жильцов дома не поступало. В этом доме есть подтопление, вот я говорю, силами управляющей компании, которая обслуживает это, управляющая компания «Арктика-Строй». Значит, по заявкам они выезжают, или помпой, или фекальной машиной откачивают эти воды. В принципе, от населения пока еще не поступало у нас заявлений. Люди к нам с заявлениями не приходили в офис, в диспетчерскую заявку. И все заявки на откачку у нас происходят. У нас, потому что есть фонд в городе, и в порядке очередности, потому что техника, соответственно, она одна, как бы уходит очень много времени, чтобы откачать один дом. По очередности мы едем, откачиваем. Люди, которые каждодневно ходят в различные инстанции со своей проблемой, вряд ли бы могли упустить такую очевидную возможность, как обращение в управляющую компанию. Вот я ходил недавно, они мне говорят, мы ничего не делаем в квартире, мы только делаем на улице. Откачиваем, а сами ни разу не приезжали. Пока идет игра в юридический футбол, дом по-прежнему плавает в воде, а дети продолжают болеть. Не спасает и электрический обогреватель. Сейчас, как утверждают жильцы, вся надежда на то, что здание признают аварийным и расселят домочадцев в более приемлемое жилье. А пока в Якутске преимущественно пасмурно и идут дожди.